Ох, все, доброе утро. Время 9 утра. Мы живые после 11 градусов. Ну, было хорошо, прям кайф. В спальниках нормально, да, Альдака? Чуть среди ночи проснулись так. Альдарка так обнялись, и опять заснули. Вот, сейчас также 11 градусов. Температура должна повыситься. Ну все, собрались. Спасибо этому месту. Едем дальше. Все-таки я люблю холод. Убеждаюсь в этом еще раз. По мне лучше мороз 30 градусов, чем жара 30 градусов. Сейчас мне прям так хорошо, такая прохлада, свежесть. Я просто начинаю жить, у меня душа раскрывается в холоде. В жару все атрофируется, все, ну просто вот выживаешь. Мне не нравится жара, духота. Я люблю холод и прохладу. Ну, холод и свежесть, точнее. Ехать так по лесной дорожке, в тишине. Вот бы такая дорога везде была бы, чтобы не приходилось выезжать на трассу. Сегодня еще желательно проехать больше 30-ки, где-то 35 миль. Потому что мы сейчас выйдем из леса, когда там долгое время ничего не будет. Там очень густонаселенные места будут. Лесов практически не будет. Поэтому их надо будет проехать сегодня. Ух ты, какая классная здесь беседочка. Можно посидеть, понаблюдать за птицами. Здесь в Америке, в США очень развита фотоохота. То есть очень много любителей птиц, которые ходят, это фоткают. Вот. Есть даже фильм американский, не помню, как он называется. «Большая охота», что ли, по-моему, про вот этих вот фотоохотников. Они ходят по всей Америке, ездят и соревнуются, кто больше птиц найдет, сфотографирует. Вот это такая любительская вещь, интересно. Вот и здесь их много. О, здесь какой-то велопутешественник был. Central Jersey Safari. Всегда тоже хотел наклейки в свои велопутешествия, никогда руки не доходят до этого, чтобы такие памятные штуки можно было оставлять. Пошли, так, погуляем тоже. Тут много всяких тропок разных в стороны уходят к воде. Посмотрим, что это здесь красиво. О, какая здесь башня. Поднимемся сейчас. Дака, что, у тебя штаны спускаются? Да, здесь важные места для миграции птиц. Здесь они остаются, с северов прилетают. Здесь многие виды тусуются зимой. Да, здесь, конечно, природа вообще уникальная по своей сути. Вот тут показаны зоны растительности, насколько они разные. Здесь вот 2, 3, 4, вот 4 разные зоны. Здесь все описано. Вот это можно прям видеть.
Папа. 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 Так неохота на велик садиться, вообще хочется гулять просто пешком. Такие места здесь классные. Хочется наслаждаться не спеша. Папа. 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 Понюхай, малыш. Чу. 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 Я так полюбил этот Кнор. Тут рис, там макароны, все, что хочешь есть, кроме гречки. Удобно, вкусно. Ничего добавлять не надо, приправы. Все готово. Заливаешь, варишь 5 минут. Да. Хотя у меня есть гречки вон целая. Целая там килограмма 1,5-2. Но что-то вообще... Я приправ не взял никаких, поэтому... Как-то не естся ее. Встали сейчас на привал, будем кушать. Пока мы тут в лесу в красивом. В северной части парка тут вообще лес другой. Как будто бы наше Заволжье. И тропинка такая. Сосняка много очень. Круто. Вот во Флориде какие места. А не те ваши там за границей. Там, в России лучше. Да вот же во Флориде, вот какие у нас прекрасные места. Никуда ехать не надо. Все рядом, все под боком. За границей ваши там отдыхают. Вот все, лес закончился. Сейчас цивилизация началась. Классный лес. Почти там 20 миль офигительных дорожек, маршрутов. Круто. Вот такая велодорожка, она как велодорожка очень плохая. Вот эта вот часть асфальта оставшаяся. Но зато хотя бы определили как велодорожка. Потому что в России тоже таких полос-то много, которые от нормальных дорог остается. Но там не печатают принт велосипеда, хотя могли бы. Вот вам американский пример. Но она очень узкая. Ну не узкая, блин. Грех жаловаться, конечно. Но она вряд ли специально как бы строилась для вот велосипедистов. Потому что в идеале нужно две сплошные полосы, отделяющие от машин. А тут всего лишь одна. И вообще некомфортно из-за этого. Особенно при езде с прицепом, конечно же. Все равно ты шире. Если едешь один, то нормально, пофиг. Но с прицепом не очень. Вот здесь параллельная дорога А1А. Вот тут нет велодорожки, но зато спокойно. Ограничение скорости 25, то есть вообще машин так мало. Лучше здесь ехать, чем там по нагруженной дороге с велодорожкой. Дома здесь вдоль берега один лучше другого. Как в Sims еду по городу. Нифига, тут как классно украсили. Крутяк. Вообще круто.
такое ощущение, как будто я к границе подъезжаю. Костгард. Ну, по сути, так и есть, только водная граница. Сейчас тут морская база ВМФ США. Вот, а мы всего лишь едем на паром через речку. Вот наш паром плывет. Проехал я сегодня уже 34 мили, мы точнее проехали. Вот сейчас переправились через паром, время уже 4 час, надо искать ночевку. Соленое болото, запах непередаваемый, офигенный, люблю этот запах. Еду уже, наверное, полчаса, смотрю место для ночевки. Вот и вообще нету места. То есть такой сплошной стеной вся зелень стоит. А дело в том, что трава еще вся, там она колючки, то есть так не пролезть. Вроде кажется, можно, но, блин, она не такая трава. Там все колется, короче. Проблемно. Либо рельеф не подходит, вон пески такие, дюны. В общем, не знаю. Выехали сейчас на пляж. Вот. Сил уже дальше ехать нет, посмотрим. Я бы хотел бы на берегу океана, конечно, поночевать разок. Но не знаю, как что будет. Посмотрим. Покушать надо, кушать хочется. С утра так и не ели.
Ну что, до заката 8 минут. Подождем, посмотрим. Если никого не будет, то ставлю палатку. Просто не люблю, когда неопределенка такая, потому что они могут сейчас проехать здесь, а могут и не проехать. Потому что видны следы, как бы рейнджеры ездят. Но они могут посмотреть в бинокль, как бы никого не видно, никого не видят. Потому что мы сейчас немножко спрятаны за вот этими дюнами песчаными, и нас не видно с постов. Оттуда, может быть, видно. У них главный пост вон там. Поэтому, может быть, пронесет. А может, вообще нечего бояться здесь. И можно в этой зоне именно как бы ночевать. Не знаю. Мы вообще здесь такие преступники, блин, ездим. Папа, Везде правила. Я вижу, малыш, вижу, там птички летят. Везде правила. No campings, no fire, no drones. А у нас все это присутствует. Вообще, может вообще не жить. Ничего нельзя. И все это из-за каких-нибудь дебилов, которые там поджигателей. А потом на всех это проецируется, что, блин, огонь нельзя нигде. Ну, мы же небольшие костры делаем, все равно же у нас печка специальная. Но рейнджеру похеру, он все равно докопается и скажет. Нельзя. Ну все, поставили палатку. Должно быть все нормально. Вроде уже так время такое позднее. Никто не должен проехать. Конечно, вполне возможно, что я сам нагоняю, так переживаю по этому поводу слишком много. Вот, может, хрен надо на это просто забить. Хотя не, блин. Вот очень неприятно, когда тебя, грубо говоря, среди ночи будет и говорят, тут нельзя ставить палатку, ну, давайте, сваливайте отсюда. Тем более, когда у нас есть такой опыт печальный. Ладно, когда ты один, хрен с ним. Хотя, когда я был в одиночку, у меня, по-моему, таких проблем никогда не было. Ну, я по тем странам ездил, где с этим проблем нет. С палаткой. Вот. А вот мне до сих пор не забывается Марокко, когда мы с Аечкой ездили втроем с Настей в мировом кочеве нашем. Вот когда среди ночи нас разбудили менты марокканские и все, говорят, давайте, тут нельзя ставить палатку. Притом мы не в каком-то там месте ставили, а вот реально там пляж был. Мы возле какой-то, ну, поставили в таком месте, там ничего не было. Ну, как в обычных странах. Это же, блин, Марокко, страна третьего мира. Вот, мы говорим, вот, все показали, все документы уже, что все, мы просто путешествуем, и нам надо поспать. А они все уперлись, нет, нельзя, нет, нельзя. Не то, чтобы даже они, потом их начальник пришел, говорит, здесь нельзя. Там, короче, весь отдел какой-то съехался на нас посмотреть. Нельзя, 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 нельзя. Потом в итоге дали до утра. Столько геморроя было с этим. И у меня Марокко так ассоциируется плохо. Но дело тут даже не в Марокко, а вот в этих вот странах коррумпированных, где человеческого фактора вообще не играет. Вот типа так положено и так положено. Я, блин, видят, что мы с ребенком. Нет бы нам, чтобы помочь там, я не знаю, гостиницу снять, раз уж так. И все-таки давай нас выгонять. Но мы уж стали на своем и как бы и дали нам до утра поспать. Блин, вот черти вообще, сейчас вспоминаю, до сих пор меня прям перетряхивает. Какой мразью надо быть, вот так прийти, вот ты мент, блин. Видишь, семья с ребенком спит, нормально все, там, не знаю, ни бомжи, ничего. Блин, нет, уезжайте. Короче, твари конченые вообще. Это может быть там с исламом, вот такие в исламских, мусульманских странах.
и вот скоррумпированы, а там мусульманские страны, они все коррумпированы, нет некоррумпированных стран. Ну, это ладно. Короче, вот неприятный опыт есть, поэтому, наверное, я вот так вот и отношусь к ночевке. Вот прям очень тщательно, чтобы прям никто не приехал, ну, либо минимизировать эту возможность. Поэтому я не могу расслабиться, как бы. Я хочу нормально спать, а не ждать постоянно, что кто-то приедет. Вот сейчас уже никто не должен мимо проезжать, уже темно. Смысла нет. Утром может, да, но сейчас нет. Поэтому ладно, будем отдыхать. Дарк кайфует, тут песочек. Он сегодня выспался, спать не хочет.